Знаменитая история короля Лира даже несколько столетий спустя все еще актуальна. В этом убеждены режиссер и творческая команда Осетинского театра. Сегодня там большая премьера. По сюжету в великой трагедии Шекспира есть место в непростых 90-х России. На родной язык пьесу перевел поэт Шамиль Джикаев. Спектакль получился масштабный, с реалистичными декорациями. А в конце каждый зритель обязательно найдет ответы на извечные философские вопросы. За финальной репетицией наблюдала наш корреспондент Анна Голобаева. Безумный король, поделивший государство между дочерьми, стал изгоем в их борьбе за власть. Трагедия его одиночества в кругу родной семьи гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Король Лир в постановке Осетинского театра переносит героев шекспировской трагедии в реалии российских 90-х, когда кругом царили хаос и неизвестность. Новое прочтение пьесы – еще одна возможность взглянуть на мировое произведение совершенно под другим углом. Король Лир ставили многие великие режиссеры. И были очень сильные спектакли. Но то общество и ту эпоху, которую мы берем, об этом никто не говорил. Я говорю о 90-х годах, о развале Советского Союза. И это все есть в этой пьесе, как оказалось. Меняются время, события, но человеческая сущность остается неизменной. Извечные вопросы взаимоотношений отцов и детей, предательства и людских пороков так тонко и талантливо передают актеры. На родной язык постановку перевел поэт Шамиль Джикаев. Она находилась в разработке больше года. Это спектакль о мире, который ввергнут в хаос. Конечно, возникают вопросы, почему Лир делит свое государство, почему он вызывает своих дочерей и спрашивает, кто его любит больше. Поэтому все эти вопросы, которые возникают в пьесе, которые ставит режиссер, приходится искать ответы на эти вопросы. Игра света, имитация снегопада, туман усиливают эффект присутствия. Удивительные по масштабу и детально проработанные скульптуры очень ярко отражают и передают смелый и необычный замысел режиссера. И куда без новых композиционных решений. Бессмертная классика Чайковского тесно переплетается с современным репертуаром. «Лебединое озеро» как отсылка к тем временам, когда во время сложных политических событий из всех телевизоров страны доносились мелодии мирового балета. Нестандартный подход воплотила в жизнь композитор Ольга Шайдулина. Думала, что мне будет сложно с языком, но на самом деле, опять-таки, может быть, потому что я практически наизусть знаю Лира в переводе на русский, и я только иногда спрашиваю, о чем он говорит, что за слова, когда не улавливаю там совсем. Но в целом для меня этот язык, и где-то может быть такая интересная штука, что когда я слушаю язык и не понимаю дословный, то есть для меня есть определенные такой опыт новый, что я текст воспринимаю как некий фонетический набор, как звукоряд какой-то. Это тоже интересно. Драматургия Шекспира яркая, как и сам король Лир. В новом прочтении бессмертной классики все так же много философии о вечном, что есть жизнь и есть ли шанс изменить исход. Анна Голобаева, Давид Битиев. Новости Осетии.